О подготовке к первенству мира поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя сегодня. Это Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России. Михаил Герасимович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать. У вас самая горячая пора начинается, это подготовка к первенству мира. Как она идет? Идет неразрывная подготовка к Олимпийским играм, которые для нас значимы, которые очень важны. Тем не менее, особое значение придаем чемпионату, который в августе месяце должен пройти в Башкирии, Уфа. В силу того, что вот эти уже спортсмены, которые здесь будут сражаться за пьедестал со всех самых-самых отдаленных точек земного шара, они фактически будут уже претендовать на участие в следующих Олимпийских играх в Париже. Поэтому здесь будет закладываться фундамент национальных сборных. И здесь, конечно, будут в основном определяться перспективные спортсмены, которые будут представлять ту или иную страну уже в отборе на Олимпийские следующие игры. Поэтому жизнь не останавливается. Я очень благодарен, конечно, Башкирии, руководству Башкирии, той любви к спорту вообще и к нашей специализации. Специализация, у которой здесь колоссальные традиции, эти традиции тиражируются. И надеюсь, что, в общем-то, мы здесь достойно будем представлены. Насколько я понимаю, Россия, в принципе, впервые принимает первенство мира среди юниоров именно в этой возрастной категории. Россия и, если мне не изменяет память, даже в бытность Советского Союза никогда молодежные чемпионаты у нас не проходили. Я это связываю в большей степени с тем, что достаточно проблематично вообще получить возможность проведения столь значимых мероприятий. Но тем не менее, и, конечно, поэтому акцент ставился, в общем-то, на взрослых. Но еще раз хотел бы повториться, спортсмены до 21 года. Сегодня в национальных сборных многих стран спортсмены, которым 20-21 года, они уже являются претендентами или участниками национальных сборных, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Поэтому еще раз хочу сказать, что один из самых интересных, конечно, мероприятий — это молодежный чемпионат. Это очень амбициозные ребята, которые по факту уже состоявшиеся как атлеты. И, конечно, будет очень интересно. В каких видах борьбы пройдут соревнования на первенстве мира? Ну, мы старт начнем с бурно развивающейся дисциплиной грэпплинг. Затем уже олимпийские виды. Это женская вольная, мужская вольная. Ну и наша любимая греко-римская, в том числе и наша любимая греко-римская классическая борьба. Поэтому на любой вкус интересно будет. Где будут проходить соревнования? Они будут проходить на универсальной Уфа-арене. Насколько комфортный объект? Уфа-арена, мы уже исходили и изъездили и ногами. И все внимание, конечно, приковано к логистике, которая будет предоставлена, будет максимально комфортной. И я убежден, что я думаю, что допуски зрителей на тот момент уже мы будем надеяться на лучшее. Я думаю, что будет удобно, комфортно, блестящее совершенно сооружение, прекрасные предоставленные Башкирии условия. Я думаю, что это все повлияет на качество представленного продукта нашими спортсменами, которые здесь приедут завоевывать золотые медали, серебряные, бронзовые. Какое количество спортсменов мы ожидаем, какое количество стран? Больше, я думаю, что больше 1000, где-то 400 плюс-минус это грэпплинг, и около 1000 человек это будут олимпийской дисциплины. Ну и посчитайте специалисты. Ну, вдвойне отрадно, отметить следующее, что готовится очень серьезная, культурная программа для молодых атлетов со всего мира. Я думаю, Башкирия представит себя в полной красе не только как гостеприимная хозяйка проведения чемпионата мира, но и как культурная столица. И думаю, ребятам будет интересно, и девчонкам, которые приедут, всем нашим гостям из самых отдаленных стран. Им будет очень интересно посмотреть на историю, на бурно развивающуюся республику. Ну и, конечно, получить возможность здесь не только посоревноваться, но и отдохнуть. Такая вот программа готовится. Ограничения в связи с коронавирусной инфекцией как-то наложат отпечаток, как думаете? Ну, будем надеяться, что к тому времени будут еще более
значит, серьезное послабление, но тем не менее все протоколы, которые присутствуют, они жесточайшим образом будут выдерживаться. Это позиция и МОК, это и позиция наших всех структур, которые за этим отслеживают. Ну и, конечно, это наша ответственность проводящей стороны создать все условия недопустимости вообще тиражирования вот этой, к сожалению, значит, нехорошего процесса, который называется пандемия. Это наша ответственность, и я думаю, мы с ней справимся, потому что опыт проведения мероприятий массовых у нас есть, к счастью, для нас, к счастью, без последствий негативных. Насколько серьезная будет конкуренция, как вы думаете, и сможет ли сборная России, и определился ли ее состав, оказать вот серьезный Состав определяется, мы обязаны по всем 3 олимпийским, в том числе, конечно, и граплинг, мы обязаны побеждать. Что касается конкуренции, я думаю, воочию своими глазами болельщики увидят все это. Я думаю, что каждая схватка и по всем дисциплинам это будет маленький спектакль, который вызовет живой интерес, но уже с такими настоящими, неподдельными эмоциями. Ну, конечно, будем болеть за наших, но желать успеха будем всем. Самое главное, я хотел бы остановиться еще на чем. Вот, сказать слова огромной благодарности и о том наследии, которое останется после чемпионата. Это, конечно, и убежденный, и повышенный интерес к нашему виду спорта, который вот реально любят в Башкирии. Еще раз повторюсь, с большими серьезными традициями, вспомнить только выдающегося тренера Бормана Владимира Алексеевича. Если вспомнить братьев Баталовых, которые блестяще выступали за советскую сборную. Так вот, останется и желание ребенка, значит, повторить путь выдающихся атлетов. Ну и, конечно, материально-техническая сторона. Это те борцовские ковры, которые, конечно, мы привезем в подарок, значит, проводящей стороны. Ну и тиражирование нашего вида спорта – это во многом, конечно, залог будущих успехов, в том числе на Олимпийских играх. Ну и наверняка вы наслышаны о том, что у нас в республике реализуется программа «Спортивная борьба в школы». Ну, я не без гордости могу сказать, что я являюсь одним из участников этого процесса. А наша республика пионер в этом процессе. Да, республика сделала очень много, и мало того, сегодня по примеру Башкирии уже многие регионы идут по этому пути. Это начиная, как его называют, земский тренер, это все то, что было предложено и реализовано Башкирии. Поэтому даже вот предстоящий совет по президенте, туда многие материалы по развитию детского спорта, туда многие материалы войдут, значит, исходя из опыта Башкирии, положительного опыта. Ну, вот эту тенденцию ее надо наращивать. Ну и, конечно, здесь это персональное участие, личное участие и забота о занятости детей, конечно, главы Ради Фаритовича. Поэтому без его участия, без его понимания, как формирует спорт, какие возможности раскрываются перед ребенком, который перешагивает, значит, приходит в спортивный зал. Неважно по какому виду, никакая дисциплина, главное, чтобы увлечь ребенка. Ну и, конечно, учитель и тренер – это основное то, что делает возможность ребенка реализоваться. Михаил Геразиевич, еще один вопрос. Если вернуться к первенству мира, то разрешен и гимн Российской Федерации, и триколор. Насколько это может быть значимо для спортсменов наших, для нас? Это одна из тех позиций, которые, в общем-то, для нас были заглавными вот в наших претензиях на проведение. Нужно было видеть, что сделали в Астане на чемпионате мира, значит, представители оргкомитет, значит, какое представительство было, как был представлен этот чемпионат мира. Шансов у бюро и у главы Международной Федерации не отдать право проведения в пользу Башкирии не было вообще никаких. Это и национальные, значит, блюда были представлены, это и этнос башкирский, это, ну, там с юртами, ну, 15-16 членов МУК было, присутствовал на чемпионате мира у нас.
Они были все в диком восторге. И причем это все было настолько к месту, все это было радушно, через призму, значит, гостеприимства Башкирии, самобытности. И был показан, конечно, и весь исторический путь, в том числе и спортивной борьбы в Башкирии. Поэтому, конечно, многие приедут, много будет гостей, многие приедут просто посмотреть республику, значит, увидеть ее красоты, порадоваться прекрасной кухне, значит, башкирской. Ну и, конечно, что касается для нас, конечно, это вдвойне почетно и ответственно. Это флаг нашей страны для молодых ребят, гимн страны, который будет звучать, я убежден, будет звучать в честь представителей любой страны, в том числе и представителей нашей страны, которые гордо будут стоять на пьедестале и осознавать то, что в их честь, в честь их родителей, их фамилий, их великой страны звучит этот гимн. Вот я хотел бы поздравить, во-первых, всех, значит, жителей, любителей спорта России, но, конечно, в первую очередь Башкирию с блестящей победой землячки Тамары Танцикужиной на шашечном турнире, чемпионате мира. В непростых условиях, в сложнейшей ситуации, переломив ход, казалось бы, уже безнадежной борьбы, склонила чашу весов в свою пользу. Это говорит о мужестве человека, о целостности ее и понимании своей ответственности за страну, которую она представляет, за фамилию, которую она несет. Поэтому с огромным удовольствием хотел бы поздравить и Башкирию, и российских болельщиков спорта. Ну и, конечно, для нас это колоссальный пример мужества и стойкости. Я думаю, что это будет такой путеводной звездой, в том числе и путеводной звездой для многих ребят, которых, конечно, будет подвержены они неким слабостям и сомнениям, тем не менее. Вот такие примеры, они дают возможность мобилизовать себя, перешагнуть через свои страхи, сомнения и доказать, что российские спортсмены самые ответственные. Спасибо большое, Михаил Геразиевич. Давайте сейчас для наших зрителей скажем, в какие даты пройдет первенство мира. Чемпионат пройдет с 16 по 22 августа 2021 года. Поэтому всех приглашаем на блестящую арену, где пройдут захватывающие, интригующие поединки борцов, лучших борцов мира. Всех ждем на Уфа-арене. Спасибо большое. Я Спасибо. Напомню, что с нами в студии был Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.